Герой нашего следующего сюжета входит в завидную категорию, кому возраст нипочем. Он человек военной выправки, занимал руководящие должности, ныне кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования, еще и отличный садовод. Все это в Эсенгирее Танкиеве. Он вырастил детей, воспитывает 15 внуков. Прекрасно осознает, что по факту пенсионер, а вот по духу и согласно сегодняшнему расписанию, до отдыха ему далеко. Репортаж Заремы Евлоевой. Эсенгирею Хасановичу Танкиеву 77 лет. Осанка и выправка выдают в нем человека военного. Мужчина отдал службе более 30 лет. Секрет долголетия и молодости, по словам Эсенгирея, прост – физический труд и любовь близких. У меня 15 внуков и внучек. У меня 2 сына и дочь взрослые, самостоятельные, живут, работают. И счастье их детей, этих детей и внуков тоже, наверное, продлевает мои годы. Ветеран ракетных войск родился 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны. Детство 40-х было тяжелым и голодным. Еще тогда он понял, что только знания помогут сделать жизнь лучше. После окончания школы Танкиев поступил в Грозненский педагогический университет. В 1962 был призван в армию, а дальше военная академия и блестящая карьера. Свою форму, уже полную медалей, он снял лишь через 32 года. Каждый человек в своей жизни стремится узнать что-то новое, испытать себя в чем-то новом. И вот это желание еще принести какую-то пользу своему народу, я имею в виду свою научную деятельность, раскрыть какие-то проблемы, описать какие-то события, изложить какие-то свое видение каких-то проблем, это приносит моральное удовлетворение человеку. Вернувшись на родину, он занимал самые высокие посты. 2 года проработал советником первого президента Руслана Аушева. Был министром по внешним связям Ингушетии. 12 лет замещал должность проректора Института экономики и правоведения. В его личной копилке регалий не меньше, чем медалей на кителе. Кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России. Последние 7 лет он посвящает себя науке. Трудится в Эсенгирее Танкиев в научно-исследовательском институте Чаха Ахриева. За годы работы в НИИ написано более 30 научных статей по проблемам обучения, воспитания студентов, воспитания детей, статьи, посвященные проблемам, касающимся ингушской культуры, обычаев, традиций нашего народа. Военный, историк, политик. Казалось бы, в какую еще стезю потянет такую личность? Но и тут Танкиев удивил, рассказав о своем хобби. Еще одна гордость пенсионера – сад, выращенный своими руками. Клубника, 20 сортов яблок, слива, томаты и многое другое. Одной только вишни в этом году собрали 25 ведер, делится герой. Нам они в таком количестве не нужны, поэтому мы обеспечиваем всех своих родственников, близких, знакомых, собираю, и я отвожу и на работу, и раздаю всем родственникам. Историк активно интересуется политикой в стране. Он трезво оценивает изменения в пенсионной системе России. Каждый из 85 субъектов Российской Федерации вырабатывают законы, будут приняты соответствующие законы, которые будут гарантировать людям, которые будут уходить на пенсию, то, что они не будут уволены раньше времени с работы, им будет гарантирована охрана здоровья предпенсионного, им будет гарантировано, это очень важно, ежегодное повышение пенсии в размере больше, чем инфляция. Все эти вопросы, конечно же, волнуют и наших граждан. По его граждан. словам, подобные изменения происходили во многих странах мира. И всегда к этим изменениям общество и само государство относились неоднозначно. Но Эсенгирей Танкиев уверен, что происходящее в этом направлении сегодня положительно отразится на будущем нашей страны. Зарема Евлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24.